Ситуация в Амгинском районе. На реке Амга провели еще один подрыв затора. Праздник со слезами на глазах. По всей стране прошли парады, посвященные Дню Победы. Живые свидетели войны. Наши корреспонденты встретились с ветераном Великой Отечественной. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Уровень воды в реке Амга в районе населенного пункта Битюнь упал на 1 метр после второго подрыва ледового затора. Однако у села Амга уровень по-прежнему высокий и составляет 1073 сантиметра. Активная фаза ледохода проходит по территории Амгинского и Чурапчинского районов. Нижняя кромка наблюдается в районе села Ндагай Чурапчинского района. Верхняя кромка в районе села Аннёс Амгинского. Протяженность ледохода 262 километра. За сутки он продвинулся на 157 километров. В Амге населению оказывают помощь сотрудники МЧС, службы спасения, помогают и местные жители. В пределах 10 сантиметров, но радует, что за последние 3 часа уровень практически не поднимался. Мониторинг ведем постоянно. Сейчас у нас вертолет еще работает на взрывных работах. Мы тут дополнительно отозвали вертолет МЧС с Алекминска, он летит, и у нас уже будет задействовано 3 вертолета. Вместе с тем, жителям Амги напряженная ситуация не помешала сегодня выйти на улицы в честь праздника Дня Победы. А в столице региона прошедшие праздничные мероприятия посетили более 45 тысяч жителей. На площади Победы в Якутске в честь праздника прошел торжественный митинг. В нем приняли участие горожане и гости столицы, силы МВД, пожарных частей и иных структур. Вместе с полками и жителями Якутии торжественным шествием и залпом они отдали дань уважения городам-героям. Минутой молчания почтили память о павших и погибших в годы войны. Продолжила процессию возложение цветов и поздравительные речи первых лиц республики и города Якутска. Самый масштабный на востоке России парад Победы прошел в Хабаровске. По центральной площади дальневосточной столицы прошли 2000 человек и проехало около 100 единиц военной техники. На трибуны пришли ветераны, среди них участники боевых действий и труженики тыла. Командовал парадом генерал-лейтенант Сергей Соломатин, принимал парад исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайка. Впервые на параде Победы в Хабаровске прошли представительницы прекрасного пола. Отдельно стоит сказать об акции «Бессмертный полк». Сегодня он вновь прошел маршем по Якутску. В этом году десятки тысяч потомков советских солдат прошлись от площади Ленина до площади Победы. На параде памяти побывала Саргалана Федорова. Потомки героев встали в один полк. По-настоящему гордо. Вышли на улицы с портретами своих родственников, фронтовиков, узников концлагерей, блокадников и детей войны. За каждым портретом своя семейная история. Семья Коневых гордится, что их дедушка сумел пережить все тяготы войны и вернулся на родину живым. Вот Конев Василий Григорьевич был младшим сержантом, командиром орудия, воевал в Калининском, Прибалтийском, Украинском фронтах, имел ранения, прошел до конца войны, демобилизован в декабре 1945 года. Можно сказать, это наш самый любимый праздник. Мне Дорога память. Да, дорога память всех, кто вернулся с поля, и кто не вернулся, так и остался. Горожане взяли на шествие портреты не только родственников, сражавшихся на фронте, но и тружеников тыла. Каждый, кто стоит в строю с портретом своего героя, свято хранит память о дедах, бабушках, солдатах Великой Отечественной войны. Семья Федоровых несет портреты всех своих героев. Их у них 6. Наши прадеды, прапрадеды еще получается. Вот Федоров Николай Николаевич, это мой прадедушка, получается, он воевал, погиб под Ржевом, в Ржевской битве, принимал участие в январе 1943 года, пропал без вести. Над шествием развивается знамя Победы. Колонна растянулась почти на 2 километра. Мой дедушка Тимофеев Егор Иннокентьевич служил в маньчжурских войсках, пришел с войны в 1947 году слепым. Ну и после этого он родил моего отца. Благодаря ему и подвигу других ветеранов, наших дорогих дедов, прадедов, мы живем этой жизнью, которая сейчас есть. Это моя бабушка, а это мой дедушка. Бабушка по маме, дедушка по папе. Бабушка прошла всю войну, ушла добровольцем на фронт 17 лет. Дошла до Берлина, имеет звезду
орден Красной Звезды, медаль за взятие Берлина. У дедушки тоже. Ура! С Днем Победы! Всех с праздником! Сегодня в Якутске осталось всего 85 участников войны. Бессмертный полк – гордость за тех, кто, не жалея жизни, приближал заветную победу. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. У Снери, несмотря на шквалистый ветер, жители также приняли участие в праздничной демонстрации. Колонна, украшенная флагами и транспарантами, прошла по центральной улице, а на площади Победы провели торжественный митинг. В Анабарском районе празднику не помешал до сих пор не растаявший снег. Жители прошли в составе украшенной колонны и продолжили праздник с песнями военных лет и вальсом. А в Алекминске для жителей города плохая погода также не стала препятствием для праздники. На шествие собралось много людей, пришедших на площадь Победы, чтобы традиционно почтить память о тех, кого коснулись тяжелые годы войны. Подробности далее. В этом году с самого утра 9 мая в Алекминском районе лил дождь. Затем его сменил снег. Но, несмотря на погоду, к назначенному времени алекминчане подошли на площадь, чтобы встать в строй бессмертного полка. Сегодня великий день, и несмотря на погоду, нужно чувствовать праздник и воспитывать в детях патриотизм. Папа мой воевал, почему я должна была в дождь прийти с зонтиком еще? Я так решила. Дождь сегодня. Наши бойцы воевали без всяких прикрытий, без зонтиков. Вот и пришли мы на этот праздник. Из Алекминского района на фронт ушло более 6000 человек. Очень многие не вернулись домой. Те же, кто вернулся и в тылу, сражались уже на трудовом фронте. На сегодня в районе проживает 4 участника войны. Рукосуев Иван Ильич, Максимов Петр Иванович, Копылов Николай Павлович и Филатов Егор Дмитриевич. Встречает 73-ю годовщину и блокадница Ленинграда Шафиева Лидия Ивановна. Не остановила погода и ветеранов. Большая часть пришли, чтобы отдать дань памяти всем, кто сражался за наши мир и свободу. Поэтому песня, завершающая митинг, стала символичной для всех, и пели ее все вместе. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Между тем, с каждым годом живых свидетелей войны становится все меньше, и тем ценнее воспоминания, рассказанные ими. С одним из свидетелей Великой Отечественной встретилась Светлана Захарова. Василий Алферьев был еще ребенком, когда началась война. Жили в Балашове, недалеко от Воронежа. Тогда еще первоклассник, он не понимал до конца, что происходит вокруг. Бегал, играл, собирал осколки после бомбежек, смотрел, как горит железная дорога. Правда, им, детям войны, пришлось повзрослеть раньше. Даже спустя 73 года. Вспоминать тяжело и больно. Мама осталась с 3 детьми, отца взяли. Я был всегда голодный, есть хотел. Спасал нас свиной корм жмых, который мы сосали, положив в рот. И целый день его вот так подсасывали. Всего 17 лет было Валентине Ефремовой, когда она добровольцем пошла на фронт санитарным дружинником. Прошла войну с 41-го до победного 45-го года. Была ранена, контужена. Сегодня с гордостью показывает ордена и награды за боевые заслуги, за освобождение Белоруссии, а самая дорогая – дочеря Родины. Вручали всем девушкам, фронтовичкам. Но сквозь улыбку пробивается слеза. Война унесла жизни близких и родных. Я чувствую немножечко и радость, и боль, потому что у меня во время войны погиб старший брат под Ленинградом, младшая сестра погибла в партизанском отряде, папа умер в госпитале раненый. Из 4 человек наша семья осталась только я одна. 45-й год, весна. Советские солдаты уже в Берлине. И вот 8 мая фашистская Германия подписывает документ о безоговорочной капитуляции. А на следующий день об этом узнает вся страна. Ехал в поезде, с портретами своих родных героев. И в 4 часа утра по железнодорожному телетайпу передали, что кончилась война. И раздались
сигналы тревожные паровоза, и все думали, что это бомбежка. Значит, выбрасывались с вагонов, и потом, когда объявили, что это война, все стали радоваться, обниматься, целоваться, и никто не хотел заходить в вагоны. Застучал в окно и сказал: что же вы спите-то? Ну, проснулись, Ваня, что случилось? Ну, победа! Весь город был освещен ракетами. В Балашове было очень много воинских частей, и все стреляли ракетами. День победы! День победы! Сыргалана Захарова, Николай Необутов, Георгий Григорьев, Якутск. Между тем, в Тампонском районе живут 3 ветерана Великой Отечественной войны. Одна из них – защитница Ленинграда Любовь Николаевна Калабина. В этом году ей исполнится 97 лет. Накануне главного праздника Любовь Николаевна с утра встречает учащихся Хандыкской средней школы. Это уже давняя добрая традиция. Для единственного из оставшихся фронтовых ветеранов Любови Николаевны Калабиной 9 мая – святой праздник. Каждый год она мечтает дожить до победного мая, чтобы вновь и вновь вспомнить своих однополчан. Ребята с особым волнением поздравляют ветерана и преподносят букет цветов. Крепкого вам здоровья желаем. Вы еще у нас до 100 лет проживете. Мы еще приедем, вас с юбилеем поздравим. Рада еще 2 года прожить. Да все будет хорошо. Мы придем на 100 лет поздравлять вас. С вашей поддержкой дотяну. Каждый год, несмотря на свой возраст, Любовь Николаевна Калабина обязательно ходит на праздник. С радостью смотрит на парад Победы и гордится подрастающим поколением, которые помнят ту войну, цену победы. Любовь Николаевна ушла на войну, когда ей еще не было 20. Служила разведчиком в отдельном зенитном дивизионе противовоздушной обороны. И это человек не стареющий душой. Постоянно она в гуще нашей жизни, общественной и такой, и никогда не унывает. Хотя ее возраст, конечно, уже 96-97 год пошел. За вклад в победу наша героиня отмечена медалью за оборону Ленинграда и орденом Отечественной войны 2-й степени. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. У меня к этому часу все новости. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.